Владимир Путин провел в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета «Победа». Об этом в социальных сетях сообщил глава Ингушетии. На повестке важные вопросы для всей страны: подготовка празднования 80-летия Великой Победы, увековечение памяти погибших при защите Отечества, присвоение почетного звания «Город трудовой доблести», реализация госпрограмм поддержки ветеранов боевых действий, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Сегодняшнее заседание Российского организационного комитета «Победа» открывает очень важный, знаковый для нашей страны год. В мае мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Ее значимость в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальны. В знак нашей немеркнущей памяти о событиях Великой Отечественной войны и о грандиозной победе над нацизмом, как символ неразрывной преемственности поколений, 2025 год объявлен в России годом защитника Отечества. Защита Отечества, служение Отечеству во все времена было и остается для нас священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за нее объединяют наше общество. Каждый гражданин России вносит свой вклад в сбережение родной страны. Своим трудом, достижениями в науке, культуре, в просвещении, в экономике, промышленности на ратном поприще создает ее уверенное и стабильное развитие на ближайшую и на отдаленную историческую перспективу. И для всех нас примером безусловного патриотизма, конечно же, являются ветераны Великой Отечественной войны. Они главные участники предстоящего праздника. Им, их нуждам, самое пристальное сердечное внимание. Прошу губернаторов, мэров, представителей власти на местах в ближайшее время встретиться с нашими ветеранами лично, узнать, какие вопросы, проблемы их тревожат, и обеспечить их решение. Владимир Путин отдельно остановился на указе о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда. Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей по 80 тысяч рублей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения по 55 тысяч рублей. Наш долг – делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной.